Исламский образовательный медиапортал Насаат Медиа представляет лекцию шейха Чубак Ажи. Готовы ли мы к смерти? Используй свое здоровье до того, как придет к тебе болезнь. Придет время, когда ты заболеешь. Поэтому, когда у тебя есть здоровье, воспользуйся им и трудись. Наши бабушки часто нам говорили, пока у тебя есть зубы, жуй. Когда зубов не станет, будет уже поздно. Поэтому ешь и пей сейчас. Мы не прислушивались к их словам. Но когда ты заболеешь, тогда ты поймешь всю ценность своего здоровья. Поэтому, когда ты здоров, трудись, старайся и попытайся добиться в жизни успеха. Укрепи свою связь с Аллахом и успей совершить хорошие деяния. Когда ты заболеешь, ты не сможешь сделать ничего из этого. Послушайте одну историю. Один человек как-то ехал на «Жигули». По дороге он увидел проезжающий джип и подумал про себя: вот было бы хорошо, если бы у меня был такой же джип. Я бы без труда ездил по каменистой дороге. В это время возле его «Жигули» проезжал другой человек на велосипеде. Увидев перед собой «Жигули», он подумал, мечтая про себя: был бы у меня такой «Жигули», я бы сейчас не промокал под дождем на велосипеде. Я бы поехал на базар, купил продукты и загрузил бы их в багажник вот такого «Жигули». Когда «Жигули» уехал, и человек на велосипеде проезжал мимо идущего пешком человека, тот человек сказал про себя: вон как хорошо на велосипеде. Если бы я только мог иметь такой же велосипед, я бы сейчас мог бы быстро ехать, как он, а не идти пешком. В это время его увидел другой человек с балкона и подумал: смотри-ка, как он счастлив. Он может гулять под дождем, а я могу только наблюдать за ним с балкона, сидя в инвалидной коляске. Видите? У каждого человека есть надежда. Поэтому, пока у вас есть здоровье и силы, не сидите просто так. Работайте, учитесь, старайтесь что-то делать и трудитесь над тем, чтобы улучшить свою жизнь в этом мире и в мире вечном. Пусть сохранит нас Аллах от пустой траты времени, от ненужных развлечений и особенно от бесполезного времяпрепровождения за интернетом. Также используй свою жизнь до прихода смерти. Рано или поздно ты все равно умрешь. Никто еще не избавился от смерти. Но пока тебя не настигла твоя смерть, умей ценить свою жизнь и пользоваться ею. Смерть существует. Но как нам следует к ней готовиться? Все знают, что смерть существует и она неизбежна. Но только малая их часть готовится к ней. Я удивляюсь некоторым людям. Возьмем, к примеру, женщин, которые готовятся к замужеству. Они даже не знают, выйдут ли они вообще замуж, но уже начинают к этому готовиться. Учатся готовить, стараются красиво одеваться, наносят макияж, учатся шить, убираться в доме, а также читают различные книжки про замужество. Но может случиться и так, что они не смогут выйти замуж. Однако, несмотря на это, они все равно готовятся. Некоторые мужчины тоже готовятся к женитьбе. Приобретают машину, дом, копят финансы. Но кто может с точностью сказать, что они женятся? У меня есть знакомые, которым уже за 50 лет, а они так и не женились. А кто-то скончался, так и не успев жениться. Кто-то хочет стать правителем и готовится к этому. Знакомиться с разными политиками, но он может прожить всю свою жизнь, так и не став правителем. Кто-то хочет стать муфтием, мечтая про себя, что когда он станет муфтием, он будет носить чапан и чалму. Но жизнь может не дать ему такой шанс. Кто-то хочет быть лидером и всю свою жизнь подражает Путину или Гитлеру. Но по воле судьбы он так и остается простым человеком. Когда я учился на 2-м курсе, я поехал на каникулы к себе в аул. И как-то раз мне нужно было поехать в районный центр, и я, не переодеваясь после полевых работ в пыльной одежде, сел в автобус. Там я встретил свою бывшую одноклассницу. Она была так наряжена, будто шла на праздник. Лицо было накрашено, на волосах укладка, на ногах блестящие туфли. Я спросил: ты так нарядилась, ты, наверное, едешь в Джалалабад? Да нет, я только до Базар-Каргона и обратно. А чего ты так нарядилась, если ты только до Базар-Каргона? И она мне отвечает: мне надо выйти замуж, и люди будут меня оценивать и выбирать. Вот поэтому я должна выглядеть красиво. Ты парень, тебе легче жениться, а нас девушек выбирают. Она уже заранее готовилась к этому. К счастью, сейчас эта девушка замужем и хорошо живет. Что я этим хочу сказать? Что люди готовятся ко многим вещам, которые даже могут и не произойти, а смерть обязательно придет ко всем. Но, к сожалению, мало тех, кто к ней готовится. На самом деле, к смерти всегда нужно быть готовым. Как нам следует готовиться к ней? А также, какие благие деяния принесут пользу после смерти? Покаяние и хорошие деяния – это те вещи, которые помогают облегчить положение человека после его смерти.
Всегда нужно делать покаяние и стараться совершать благие поступки. Есть и такие, которые думают, будь что будет после смерти, но не стоит так думать, потому что после смерти у человека будет спрос, и его положение при этом будет очень тяжелым. Вы же не говорите себе, сегодня у меня есть деньги, а завтра будь что будет. Нет, вы обязательно откладываете часть денег на завтрашний день. И, видя грязь, вы не сядете в нее в своем новом пальто. Что же я одену завтра, скажете вы. Идя по улице, вы не наступите на лужу, зная, что ваша обувь может намочиться, и вам будет нечего надеть завтра. Вы аккуратно обойдете эту лужу. Если пойдет дождь, вы занесете вашу обувь со двора домой, чтобы она не промокла, и вы могли бы надеть ее на следующий день. Смерть однозначно придет, а завтрашний день может и не наступить. Но почему-то все готовятся к завтрашнему дню, а про смерть забывают. Всевышний Аллах в суре Аль-Мунафикун в 10-11 аятах говорит: «Расходуйте из того, чем мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть, и вы скажете: Господи, предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников». Но Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете. До тех пор, пока вас не настигла смерть, расходуйте из того удела, которым мы наделили вас. Удел – это большая тема. Имущество, данное человеку, является уделом. Здоровье, которое у него есть, является уделом. Разум человека – это тоже удел. А также наше время тоже является уделом. Разве вы не видите, что один человек богат, а другой беден? Один высокий, другой низкий. Все это является уделом. И Всевышний Аллах говорит: «Расходуй из своего удела». Если у тебя есть интеллект, делись им с другими. Если есть здоровье, сила, делись этой силой. Если есть время, используй это время на полезные дела. Если у тебя есть деньги, то раздавай из них милостыню. Когда наступит смерть, человек начинает взывать к Аллаху: «О мой Господь, если бы Ты хоть немного отсрочил мой конец, все мое богатство и здоровье я бы раздал в качестве милостыни и стал бы одним из праведных людей». Но если кого-то настиг его конец, Аллах не будет откладывать его. Всевышний Аллах обо всем осведомлен. Что бы мы ни делали, Он знает обо всем. Даже если бы Он отсрочил твою смерть, Он знает, что ты будешь делать. Ты говоришь: «Меня не предупредили об этом». Ты говоришь Аллаху: «О Господи, я не знал о том, что моя смерть придет ко мне. Дай мне еще немного времени». Но тебя предупреждали. Когда вы заканчивали школу, вас было много, но прошло несколько лет, и вот скольких сейчас уже нет в живых. Со временем количество ваших одноклассников уменьшилось. Та одежда, которую ты носил в школьные годы, стала мала для тебя. Взглянув в зеркало, ты увидишь, что твои волосы покрылись сединой, зубы твои выпали. Если раньше до 4-го этажа ты поднимался бегом, то сейчас ты 2-3 раза отдохнешь, пока поднимешься. Твои вещи уже носят твои дети. Это означает, что к тебе уже приходит предупреждение о смерти. Вспоминай о ней. Ты не сможешь от нее сбежать. Если у тебя есть возможность, помогай бедным и нуждающимся. Помогай, чем можешь, процветанию своей страны, земли, народа, языка. А также помогай своей религии, чем можешь, чтобы она не исчезла и продолжала свое развитие. Возможно, ты богат и можешь выплатить закят, построить мечеть. Или же ты не богат, но у тебя большой интеллект. Используй свой интеллект. Ты также можешь приносить людям много пользы и счастья. У тебя есть знания, используй их во благо. Чем тебя одарил Аллах больше другим, этим ты и должен делиться с людьми. Это твоя обязанность.